Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Совсем недавно в Якутии появился миллионный житель. Естественно, демография – это очень интересная наука, на которую влияют различные экономические и социальные факторы. И в нашем цикле научно-популярных передач сегодня мы встретимся с сотрудником Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Дарьей Тумановой. Дарья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем наш разговор о демографии. Какие есть факторы, которые влияют на это? Какие есть исследования? Ну, исследований, конечно, много, факторов тоже много. В основном, конечно, это социально-экономическое развитие региона. В целом, по Якутии мы можем говорить о благополучной ситуации в области демографии, поскольку в Якутии уровень естественного прироста положительный. По сравнению с Россией это очень хороший показатель, поскольку в России наблюдается убыль населения. На 1 января нас в России 147 миллионов осталось. Убыль идет, называется это депопуляция, то есть уменьшение численности. Был такой тренд, когда депопуляция остановилась, но ковидные времена откинули Россию назад. В Якутии, конечно, естественный прирост тоже снижался в это время, но сейчас он выходит на допандемийный уровень. Вот. Если говорить о каких-то научных изысканиях, да, это что? Это больше статистика или какие-то исследования в плане здорового образа жизни? Что это? Это и статистика, и исследования. Исследования проводятся у нас не только нашим научным центром, но и Институтом региональной экономики Севера, Академией наук. С точки зрения этнологии Институт гуманитарных проблем исследует эту проблему. Вообще есть какая-то кривая роста, да? Мы как движемся? Мы плавно идем вверх или резко? Какие факторы на это влияют? Мы плавно шли вверх до пандемии. В пандемию, ясное дело, все пошло вниз. Сейчас мы выправляемся. И, как известно, в прошлом году в Мирном родился миллионный житель. Ну, на 1 января этого года мы все еще превышаем миллион. Если говорить о экономической части, да, как влияет экономика на миграцию? Ну, Якутия миграционно привлекательный регион был с середины прошлого века, когда сюда люди приезжали работать, оставались, улучшали нашу возрастную структуру за счет своего молодого возраста. Соответственно, рождалось больше детей, смертность была ниже, поскольку люди были молодые, и у нас было все очень благополучно. В 90-е годы, когда наступили экономические кризисы, конечно, люди начали уезжать. И с 90-го года у нас было отрицательное сальдо миграции, то есть люди уезжали. Это очень сильно повлияло на численность населения, она упала, невзирая на очень высокий естественный прирост населения. А теперь давайте поговорим о социальных факторах. Что на это влияет? Есть какие-то улучшения, ухудшения? Что в этом плане? Ну, какие мы можем назвать социальные факторы? Это жилье, конечно, здравоохранение, поскольку, например, репродуктивное здоровье матерей напрямую влияет на младенческую смертность, поскольку в структуре младенческой смертности у нас преобладает причина, которая зависит напрямую от здоровья матери. То есть здравоохранение должно уделять внимание здоровью молодых женщин, чтобы они рожали здоровых детей. И смертность, соответственно, становилась ниже. Хотя она по сравнению с Дальним Востоком и Россией, младенческая смертность у нас на низком уровне находится. А каковы тенденции в этом отношении? К чему мы идем? Младенческая смертность, она является таким показателем, который отражает в целом социально-экономическое развитие региона. То есть, если все плохо, соответственно, детских смертей больше. В 2012 году был пересмотр того, кого считать младенцем, потому что раньше же считали до определенного срока, они не попадали в статистику. Затем после 600 грамм стали учитывать,
был небольшой рост, но сейчас этот показатель находится на уровне 3,3 промилле, то есть на 1000 родившихся живыми. Это на самом деле очень мало. И Якутия в этом плане выгодно отличается как среди Дальнего Востока, так и на фоне России. Что нужно делать правительству и населению, чтобы поддерживать эту тенденцию, быть в лидерах не только по Дальнему Востоку, получается, по всей России? Ну, во-первых, здоровый образ жизни и самосохранительное поведение. Поскольку самосохранительное поведение очень влияет не только на младенческую смертность, но и в целом на смертность. Здесь хотелось бы отметить, что такие исследования проводились, и они показали, что уровень самосохранительного поведения у мужчин в Якутии очень низок. То есть это употребление алкоголя, табакокурение, отсутствие визитов к врачу, когда что-то начинает беспокоить. И это также зависит от уровня образования. Чем выше образование, тем более люди относятся благоразумно к своему здоровью. Ну, в то же время есть такая кривая, да, которая говорит о том, что чем выше уровень жизни, тем рождается меньше детей. Да. И есть ли такая у нас статистика? Да, уровень рождаемости у нас начал снижаться, поскольку сейчас в репродуктивный возраст, то есть когда женщины рожают, вступает малочисленное поколение 90-х годов. Тогда родилось мало девочек, соответственно, сейчас стало мало женщин, которые рожают. И рождаемость у нас падает и не превышает уровень простого воспроизводства населения. Уровень простого воспроизводства населения равен 2,15. Что это значит? Это значит, что в среднем женщина родит за свою жизнь 2,15 ребенка. Ну, звучит, конечно, смешно, но вот такая цифра есть. Чтобы население росло, суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше. 3-4. 3-4. У нас этого, к сожалению, не сохраняется, и сейчас он будет дальше падать, поскольку мало женщин репродуктивного возраста. Что делать с этим? Ждать, когда вступит многочисленное поколение 2000-х годов, когда ввели материнский капитал, и, соответственно, у нас все показатели по рождаемости выросли. Остается только ждать и беречь тех женщин, которые уже есть, плюс пропаганда многодетных семей. То есть материнский капитал, он напрямую повлиял на рождаемость, на демографическую ситуацию? Я думаю, что он повлиял в том плане, что есть такое понятие «отложенное рождение». То есть, когда семья откладывает рождение из-за каких-то неблагополучных экономических, в основном, конечно же, факторов. Когда ввели материнский капитал, многие семьи решили этим воспользоваться, соответственно, рождаемость у нас увеличилась. Но это исчерпаемый, скажем так, ресурс, поскольку люди привыкают к этому, нужны новые меры. А не подскажете, какие, может быть? На мой взгляд, первое основное – это жилье. Поскольку молодая семья, которая живет на съемной квартире, либо с родителями, не горит она желанием становиться многодетной. Если, может быть, арендное жилье, от государства я имею в виду, вот такие могут быть воздействия, на мой взгляд. Очень интересно. Но в то же время человек привыкает к хорошему, насколько я понял, а потом что-то новое приходится придумывать. Что можно в последующих этапах придумать? В последующих этапах нам бы с этим разобраться, что уже сейчас есть. И привлечение россиян, которые живут сейчас за пределами, в дружественных странах СНГ. То есть возвращение их на родину. В целом, по данным некоторых исследований, до 4 миллионов можно вернуть обратно в Россию. А в то же время всем прекрасно понятно, что должен быть какой-то рождаемость, она обычно связана с потребительской, скажем, с ресурсной мощью да, и семьи, и в то же время вообще всей республики, и плодоносящих пластов. Но это очень интересный такой процесс. Чем больше пищи производится, тем больше людей рождаются. Это, в принципе, де-факто, да? Вообще, как вам кажется, какое население в Якутии может быть? То есть сейчас нас 1 миллион, это крайне мало на самом деле на такую огромную территорию. Сколько будет приемлемо? Сколько жителей мы можем прокормить? Сколько у нас может быть? Я думаю, тут еще вопрос в том,
насколько людям здесь будет удобно жить, поскольку транспортная доступность в некоторых улусах оставляет желать лучшего. Ну, на мой взгляд, до 1,5 миллиона, мне кажется, это будет оптимальная цифра для Якутии. Еще на треть нужно вырастить. Мне кажется, это вполне вероятно. Конечно, не в ближайшие 10 лет, но в целом. Очень интересный разговор, на самом деле. А есть ли какая-то прямая зависимость? Чем больше людей, тем больше рабочих мест, тем больше каких-то способностей населения. Есть ли какие-то вот зависимости от этого фактора? Ну, тут тоже надо говорить о том, какое это население, молодое или старое. Например, в Китае, где, вы знаете, да, политика была одна семья, один ребенок, сейчас уже разрешили 3 детей, но китайцы уже не стремятся к этому. И там идет очень интенсивное постарение населения. То есть детей мало, есть такая полувозрастная пирамида. В идеале она должна быть вот пирамидой. У нас же очень узкое основание становится, поскольку рождается мало детей. Потом идет вот шарик, скажем, да, трудоспособное население. И увеличивается опять кверху пожилое население, которое нужно обеспечивать не только в финансовом плане пенсии, но и здравоохранение. То есть сейчас мы переходим к обратной пирамиде. У нас будет постарение населения, поскольку детей рождается мало. Поэтому вот с этой точки зрения надо смотреть. А как это можно выровнять? Как можно обратно прийти к пирамидальной форме? Больше детей. Только так. Но все равно, поскольку уровень здравоохранения растет, соответственно, люди стали жить дольше. Соответственно, и уровень, доля пожилого населения будет расти. Прямая зависимость происходит. Да, ну, так происходит во всем мире, и за исключением, конечно, стран Африки, где рождается по 14, по 10 детей, но у них очень мало пожилого населения за счет того, что здравоохранение совершенно не развито. Короткая продолжительность жизни. Сейчас происходят такие процессы, да, глобализации, город Якутск фактически у нас такой моногород, да, это всем понятно, что когда в деревне говорят «поехал в город», это означает «в Якутск», да? Есть ли что-то плохое в этих тенденциях, или это нормальный процесс, что города растут, а в селах мало населения? Ну, города везде растут, поскольку в городе и есть повышенный уровень здравоохранения, развивающие курсы там для детей. То есть, родители стремятся дать лучше своим детям, школ больше, возможностей больше, университеты опять-таки. Но угасание деревни для Якутии, на мой взгляд, это катастрофично, поскольку территория очень большая. Если не будет людей, деревня умрет, соответственно, вокруг нее не будет ни пастбищ, ни угодий. Все это зарастет, увеличивается, например, даже пожароопасность, поскольку никто не пользуется территорией. У Михаила Ефимовича Николаева была очень замечательная идея привнести городской комфорт в деревню. Тогда бы люди оставались там, жили бы на своей родине, развивали бы окружающую территорию. Ну, опять же, мы приходим к мысли о том, что это напрямую зависит от экономического и социального развития. Да, все это, конечно, взаимосвязано. Социально-экономическое развитие напрямую влияет на демографию, но и демография тоже влияет на социально-экономическое развитие. Без людского не будет развития. Как говорят наши чиновники, необходим комплексный подход. Да. Все непременно. Можете дать какой-нибудь прогноз, например, хотя бы через 5 лет, к 30-му году, потому что у нас все указы, все социально-экономические до 30-го года. Вот что у нас будет по населению к 30-му году? Население вырастет. Я так полагаю, что городское население вырастет еще больше, поскольку сейчас у нас в Якутске уже 300 тысяч с лишним живет, треть населения. Я думаю, что уровень смертности останется на прежнем уровне, либо чуть-чуть снизится. Но если смотреть по возрастам, то в пожилом возрасте, конечно, будет больше зафиксировано смертей, поскольку население все-таки стареет у нас.
И очень надеюсь, конечно, что уровень рождаемости у нас вырастет к 30 году за счет того, что уже другое поколение будет вступать в репродуктивный возраст. Я бы хотела еще поговорить о смертности. Кстати. Да, поскольку это один из процессов в демографии ведущих. В Якутии отмечается очень высокая смертность в трудоспособном возрасте, особенно среди мужчин. Есть такой показатель, как сверхсмертность мужчин, то есть превышение смертей мужчин над уровнем смертей женщин. И в трудоспособном возрасте он в 4 раза выше, то есть в 4 раза выше умирает мужчин в трудоспособном возрасте, чем женщин. К чему это ведет? Опять-таки это недостаток рождений, уменьшение человеческого капитала, нагрузка на социальную сферу, поскольку нужны выплаты оставшимся детям, трудности у женщины, поскольку она остается одна и ей придется воспитывать детей в одиночестве, скажем так. Ну и опять-таки это потери численности населения. Что с этим можно сделать? Опять-таки здоровый образ жизни и самосохранительное поведение, поскольку в основном в трудоспособном возрасте мужчины умирают от внешних причин. До 2017 года этот класс причин в Якутии находился на 2-м месте, в то время как во всем цивилизованном мире, в развитых странах, этот показатель на 3-м месте. В Якутии он только в 2017 году перешел на 2-е место. На 1-м месте, конечно, болезни системы кровообращения, которые тоже во многом зависят от поведения людей. Природные и экологические факторы влияют на демографию? Есть ли какие-то у нас, как с природой в этом плане? Природа у нас, конечно, суровая, резкоконтинентальный климат, он влияет и в том числе на здоровье людей, но, на мой взгляд, все-таки большее значение имеет именно поведение людей. Поскольку внешние причины во многом зависят именно от поведения. Во внешних причинах у нас преобладает убийство, самоубийство чаще на фоне алкоголизации. И, конечно, надо упомянуть утопления, которые в Якутии тоже показатель этот выше, чем в среднем по России, поскольку транспортная инфраструктура у нас предполагает передвижение на моторках, на лодках между населенными пунктами. Это, конечно, тоже имеет влияние. Плюс, опять-таки, утопление, несчастные случаи во время алкогольных возлияний. Какие есть советы? Меньше пить? Да, все непременно. Во время купалок? Не-не. Здоровый образ жизни, здоровое питание, занятия спортом. Это, как говорится, общеизвестные факты. Какие-то, может, есть советы нашему руководству, нашему правительству? В Якутии, на самом деле, демографическая политика проводится очень давно. Началась она еще при Михаиле Ефимовиче. Разработано было очень много, и концепция была. То есть этим, на самом деле, занимаются очень давно. Плотно и давно. Да. Продолжать в том же духе стоит? Конечно, да, продолжаем в том же духе. Еще раз, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства, наука говорит, наука о том, что нужно вести здоровый образ жизни и рожать побольше детей. Встретимся снова.